Это золотой человек, сакский период. Вот он, те же данные, получается. Вот IP1456, R1A1. Вот они здесь все, IP56, современный кыргыз. Это вот, это уже сакский период. 5 век до нашей эры. Тюрген — это 12-13 век до нашей эры. Это же территория, понимаете? Ну, Усть-Кульская область, Алматинская область, что там для кочевников? Это как полдня пути. И еще вот, смотрите, это Аржан. Я в прошлый раз говорил просто как фотография. Это Тува, Россия тоже. 7-6 век вот, до нашей эры, тоже R1A1, СНИП наш, Кыргыз-Бутагы, кыргызская ветвь. Получается, что там на Енисее, ну, Тува, понимаете, это туда, дальше даже, да? Ближе к Байкалу, да, по-моему? Или до Байкала, где-то там. За Хакасией, по-моему. Оттуда до Урала, получается, здесь Центральная Азия, и туда вот современный Казахстан, Южная Сибирь, вот ареал кочевников. Греки назвали их скифами, персы назвали саками, китайцы назвали гянгунями или гегунями и так далее, и так далее. А мы, как назвали себя кыргызами, так и называем. Для полноты картины, да, это погребение, смотрите, 2-3 век нашей эры, это уже Усунский период. Учкурбу при Исыкуле, тоже R1A1, S2359, 592, IP1456. Опять та же Кыргыз-Бутагы. То есть, когда мы говорим про Усуни, действительно, Усуни, они имеют отношение к кыргызам. Когда мы говорим про гуннов, хуннов, там немного спорно, потому что это была некая мощная империя, в состав которой тоже кыргызы входили, как бы. Но это не полностью кыргызы, это там были еще другие племена. Тем более господствовали сами хунны. А вот Усуни, да, генетически они вот здесь некоторые вот выявляется, что они имеют отношение, прямое отношение генетически к нам, опять к кыргызам. Один только пример, Төлек Төрөкан Улу, где говорится о древней истории, да, в Санжире, от самого первоначального происхождения как бы кыргызов, да, связанное с Тютеком, с Истамом, эти имена, а потом от Истама идут уже сыновья Кыркес, вот там и говорится, что кыргыз это от Кыркеса пошло. Но оказывается, и Санжира изначально она была и в письменном виде. И как вы думаете, когда мы ее потеряли, свою письменность? Да, с нашествием монголов, да, не только кыргызы, вообще все тюркоязычные, как мы сегодня говорим уже, все тюркоязычные народы, которые имели свою письменность, все мы потеряли. Где-то, да, с 15 века, когда уже официально Тагайби принимает ислам, Мухаммед Кыргыз, да, у нас уже в обиход появляется уже арабская весть. И как раз таки вот этот последний вариант вот этой Кыргыз-эль Санжирасы, которую хранил Төлек Төрөкан Улу, она была как раз таки на чагатайской письменности. Но там она пишется, что даже на этой письменности она описывает происхождение самой этой Санжиры книги. Она первоначально была на Бакабут и так далее. А теперь, кстати, исторически Бакабут. Если мы говорим, что это где-то клинопись, первая клинопись где была? Вообще, она кому относится? Месопотамии, да? Шумерам. Какой период? 3500 лет до нашей эры. Как раз тот период, когда формируются кыргызские племена. Железно мы считаем, что с 2300 года до нашей эры у нас кыргызская ветвь генетически уже как сформировавшаяся, как геном, да, то есть как, ну, мы как нация, как этнос мы уже полностью сформировались. Наши все лингвисты, филологи, я не знаю, языковеды, все считают, что наша санджира, слово санджира, происходит от арабского щеджире. Казахи так и используют, даже в таком же звучании, щеджире. Не, а как вам версия, что, официальная версия, что слово санджира, оно это пришло, ну, заимственное слово, это арабское щеджире. В кыргызском языке много слов в наших словарей, посмотрите. Они из фарси, либо от арабских. Еще самое последнее, что убивает, тюркское слово пишет. Вот словарь возьмите, откройте там, какое слово не возьми, происхождение, этимология, да, там это фарси или персидское слово, или арабское, или тюркское, древнетюркское якобы. Хорошо, древнетюркское. А мы кыргызы, наши предки, они что были, глухонемыми, что ли? Они вообще разговаривали вообще? Или научились говорить и сразу понахватались там у арабов, у персов, у турков, да, собрали какой-то словарный запас и назвали кыргызским языком, да, получается, по логике. На самом деле так не может быть. Но есть объяснение, почему в тех словарях именно так
расписано. Советская идеология, там господствовал интернационализм, не было такого предпочтения изучения определенных национальностей, да, там, особенных этнических культур и так далее. То есть, если мы в 17 веке образовались как нация, значит, у нас ни языка, ни культуры, ничего, а так и было написано. У того же Пржевальского, у того же Тиньшанского, прочтите все данные, был в науке введен такой термин «дикокаменный кыргыз». До 17 века нас не было. В горах какие-то одичавшие там кочевники, смешались с какими-то племенами и так далее. Ничего не было, ни письменности, ни так, тем более. Какая культура? Там вообще ничего не было. В шкуру там окутывались, ходили. Вот я утрирую, конечно, но примерно вот так вот картину преподносили. И, естественно, какая может быть культура, какая может быть там письменность у этого народа, если утверждалось, не было ничего. Чем кончил Бернштам, знаете? Как он вообще умер? Он умер в 46 лет. В 1956 году, послевоенное время, от голода. Ему не дали возможность вообще заниматься наукой и образованием. Науку запретили, ну хотя бы образованием, и даже там ему дорогу закрыли, сказали. Ни одно образовательное учреждение не должно было брать его на работу. Как раз таки в советский период, да, именно наука, это был мощным инструментом формирования сознания целого народа. Да? Поэтому некоторые вещи, они прям целенаправленно искажались. И когда нам говорят, что это арабское слово «щеджере», но это просто кыргызы назвали его в санджира. Вот, ну, якобы трудно проговаривать, да, это слово. Ну, как трудно? Щеджере. Поэтому слово «санджира», я не верю, что пишут эти словари, растолковывают филологи и так далее. У нас все ассоциировалось с целостностью, с этим саном. Сан – это есть вот это одно единое ценное. И когда мы говорим «сан жылқы келіптір», о чем мы говорим? Это много. Сан-гол в военном обиходе мы говорим. Что такое сан? Кол – это армия. Сан – тюмень. То есть это уже определенная какая-то единица измерения, да, получается, понимаете? То есть сан для кыргызов – это что-то единое такое. И когда мы говорим санджира, это об одном едином. Когда мы говорим о санджире, мы говорим о своем происхождении. Вот я происхожу от того, мой отец, дед, прадед. Ну, доходим до корня, от которого происходят все остальные племена. И именно мы друг друга узнаем через санджиру. Кто ты есть, кто я есть. Кто ты для меня, кто я для тебя, допустим. Именно санджира нас объединяет. Тагай, адыгне, Богорсон, Богорсондон ештек, Козор, Солто, я Солто. От Солто дальше идем. Күнту култу ча, я чаның ұрпағымын. Дальше идем, чадан, я здесь просто... Чаның балдары Бөлекбай Талқан Жочалыштап, мен Талқандамын, Талқандан потом вот его дети, от него Кошой, Кошойдон очень много детей, от него Момокон, от Момокона вот сколько. Вот это столько жен у него было. Придавали значение, ну, может быть, это будет непонятно современным, особенно девушкам, да? Тогда не смотрели на понятие люблю, не люблю, любовь, там, чувства, да? Тогда была ответственность перед потомками. Вот если скажем, ну, муж умер, у жены остаются дети, они-то относятся определенно к такому, опять-таки, чтобы матрица не нарушилась. Ну а жена, она без мужа, она как бы вдова, да, она как бы неполноценная, и поэтому, чтобы ради тукумов, продолжения рода, чтобы они не ушли в другой род, чтобы не нарушилась матрица, чтобы они занимали только свое место, и выдавали ее замуж за родного брата умершего мужа. И там не от того, что он хотел или у него такие мужские потребности, прямо вот не может без женщины. Нет, не об этом. Дело было только о том, чтобы потомки, дети были на своем месте, чтобы матрица не нарушалась. Потому что идет генеалогия, понимаете? И именно санджира, баланчан, баласа, тигиту, вот туку, муру, крыло, даже, допустим, я он, канат, да, кто-то сол канат, в любом случае, мы же братья же. Наш-то предок один вон, допустим, Доломбий. Просто много времени прошло. И сколько бы времени ни прошло, и если мы вот эту близость родственную не теряем, осознанно ее бережем и сплачиваем, то это только благодаря санджире. И почему, кого как назвали? Когда он был в походе, его назвали Джо Чалыш, к примеру. Да? Вот даже имена говорят о том, что это связано с каким-то событием. Вот это санджира. А когда просто от того-то происходит от этого это текстюрю. И зачастую, когда мы сегодня говорим о санджире, мы имеем в виду текстюрю, своих отцов только проговариваем, да? Но это не санджира. Санджира, она включает в себя историю. А как мы можем из истории вычеркнуть своих матерей, сестер?
Это уже не история. В каждой санчаре есть. У каждого кто-то сделал какое-то неправильное деяние, из-за этого он получил проклятие. И от этого проклятия оно ему высказалось этим, этим, этим. Но потомки-то живут, и они должны знать, просто обязаны. Почему? Потому что именно они продолжатели этого рода. И самое обидное, да, что на судьбе их потомков вот это проклятие, оно высказывается. Когда потомки знают вот эти ошибки своих предков, именно вот негатив, да, говорим, какие-то, ну, допустим, там, или там предательства, или там какие-то неправильные там убийства, или что-то, да, деяния, или там воровство, тогда потомки зачастую, ну, это уже другая тема, конечно, но они уже извлекают урок, они не должны, во-первых, не то, что повторять это, они должны заниматься именно тем, которое должно это все, да, исправить. Но в кыргызском понимании, в кыргызском мировоззрении мы на санчару смотрим под другим углом. Мы более глубже и более рассматриваем в целостном. Если в каком-то роду племени идут какие-то негативы, да, там, то надо избавляться уже полностью всем родом. Вы слышали такое понятие тюлё делают? Тюлё делает не одна семья, не один человек, а весь род, говорит. Если у нас на роду есть что-то неправильно, негативное, то мы должны избавиться от этого. И весь род несет это бремя. Если мы говорим о проклятии, да, то есть в противовес такое понятие, как бата. Кыргыз айтат, баталган тукум.